понимаю, что такое мне нужно было сотворить, чтобы снять с себя этот ярлик, внук Яшина. Теперь понимаю, это было просто нереально. Недавно внук легендарного вратаря Льва Яшина сказал об этом, а сегодня он у нас в гостях, и мы поговорим о спорте, о легендарном дедушке, о молодых людях в спорте. Скажите, Василий, вы помните своего дедушку? Ну, мне было всего 4 года, когда Льва Ивановича не стало, и, к сожалению, таких вот каких-то ярких воспоминаний практически нет. Есть небольшие детские воспоминания, как картинки. Вот. Но, к сожалению, у меня есть мечта, которая, конечно, никогда не сбудется. Это вот пообщаться с Львом Ивановичем именно в сознательном возрасте и задать ему очень важные вопросы для меня, которые бы я хотел узнать. Он ушел из жизни 60 лет, как я помню, да? Да, ему было 60 лет. Да, молодой. Молодой, да, но было очень много болячек. «Вратарь моей мечты» – это фильм, который вы смотрели вместе со своей мамой. Помните, какие чувства были у вас, а какие у мамы? Дело в том, что я не только смотрел этот фильм непосредственно, когда его сняли, я принимал участие в съемках непосредственно как дублер Льва Ивановича Яшина, и все прыжки, которые со спины, сбоку, откуда-то издалека, это все я. Это вы? Да, и в том числе я был постановщиком футбольных сцен, и еще и набирал футболистов для участия в матчах, помимо актеров. Вот, на самом деле, я считаю, что фильм больше, чем удался. Лично мне он очень понравился, и первый раз, когда я его смотрел, не смог сдержать слез. Моя мама просто проплакала полфильма, потому что она увидела своего отца заново живым, который держит ее маленькую на руках. Да. Для нее это просто одни из самых ярких эмоций в жизни были, как она говорила. Вот. Ну и, в принципе, приятно, что ветеранам футбола, кто играл вместе с Львом Ивановичем, этот фильм очень понравился. Ну и также простым людям этот фильм понравился, и очень-очень много отзывов от Калининграда до Камчатки. Хороших отзывов, хороших отзывов о фильме. Сложный был проект, снимали 5 лет. О, да. Так долго. Да, очень сложный был проект, то есть надо понимать, что там Москва 50-х, 60-х, которой нет, стадионы, которых нет, плюс постоянный грим, костюмы. В общем и целом, я считаю, что мы справились. Проект удался. На вашем футбольном пути вам попадались хорошие люди? Казалось порой, что они хорошие, когда ты идешь по этому пути, но становясь старше, понимаешь, что это были не самые хорошие люди, которые могли бы встретиться. Последний человек, который мне попался на моем, скажем так, уже тренерском пути, у меня своя школа вратарей в Москве, имени, естественно, Льва Ивановича Яшина, это сербский специалист Вибор Коцевич, и сейчас я тесно сотрудничаю вместе с сербами. Мы проводим совместно сборы специально для вратарей. Вот. И Сербия это... Но мы не прославились на чемпионате мира. Ничего страшного. Игра непосредственно сборной – это не главный показатель качества футболистов. Кто вам нравится из сербских игроков на данный момент? Кто лучше? Их очень большое количество. Немanja Матич. Просто в каждом чемпионате, в каждой топовой команде есть сербы, которые... Да, то есть Сербия – это 3-я страна в мире по количеству футболистов, играющих в зарубежных чемпионатах. Да, поэтому именно Сербию я и выбрал как местом, где хочу учить своих учеников и хочу учиться сам. В Сербии? Да. Добро пожаловать. В
Югославия вообще всегда для России отличалась качеством. И даже у Льва Ивановича дома был югославский сервиз, югославская там, люстра. Сербская, наверное. Это Сербия. Ну, тогда еще была Югославия. Белград. Ну, тогда еще была Югославия. Столица Белград, Столица а Белград Белград. это Сербия. Да. Ну, это как СССР раньше, как Югославия. Вот, то есть все хотели вот именно вот, чтобы у них вещи были именно оттуда, потому что именно югославское – это качество. С Акинфеевым вы ровесники. Цените его качество? И если ответ «да», какие именно? Смотрите, с Акинфеевым я знаком лет, наверное, с 8. Первый раз мы с ним сыграли друг против друга. С детского возраста. Да. И честно вам скажу, уже тогда было понятно, что это парень, который станет вратарем очень-очень высокого уровня. Он, конечно, сильно отличался от нас, от вратарей его возраста. Вот, он всегда был номером 1 в сборной своего возраста и даже играл за сборную старшего возраста. Очень рано попал в дублирующий состав и очень рано вышел уже за основной состав. То есть всем было понятно, что это большой-большой талант. Ну и я считаю, что за последние 20 лет, наверное, это лучший футболист в истории российского футбола, на мой взгляд. А про Черчесова что вы думаете? Я считаю Черчесова тренером, скажем так, задачи. То есть определенная задача, к которой он идет, и способы решения он выбирает самые-самые оптимальные, не рискуя. Именно этим он и взял, ну, так здорово наша сборная выступила на чемпионате мира, потому что он до таких мелочей все выстроил, всем дал определенную задачу, как достичь определенной задачи. А по жизни вы рискуете? Лично я считаю, что без риска нет развития. Конечно. Если не придумывать что-то самостоятельно, то никогда не будет шага вперед. Будет топтание на месте, либо повторение за кем-то. Это не всегда может привести к сиюминутному решению задачи. То есть я рискнул, я могу сначала откатиться на шаг назад, потом зато сделать 2 шага вперед. Бутсы дедушки с надписью «Мексика 70» до сих пор хранятся у вас в шкафу. Какие они у вас вызывают ощущения? Ну, до сих пор, приходя домой к родителям, иногда я их достаю, их так немножко почищаю, там, смазываю, чтобы... Ну и как бы для меня это очень-очень большая реликвия. Это именно... То есть есть много призов, которые получил Лев Иванович, но призы — это одно, а другое дело то, что чем он добывал эти призы, это совсем другое. Вы дедушку не помните, но мама вам, наверное, говорила о нем. Ну, первое, что она вспоминает, это, конечно, то, что в ее детстве дедушки, ну, ее папы, было очень мало. Тогда советские спортсмены по полгода, ну, не подряд, а если взять вот целый год, то полгода его просто не было дома. Вот. Но каждый приход его, это был как праздник, и приходил именно папа. Он очень любил своих дочек, он не чурался какой-то домашней работы. Когда они были маленькими, он спокойно мог поменять пеленки, покормить, там, убрать за ними и так далее. Да, для него это не было чем-то неординарным. Он спокойно выполнял все эти дома он не был легендой, задачи. Да? Дома он не был, он дома был папой. Василий, спасибо вам, что приняли участие в моей авторской программе. Спасибо вам, что были моим гостем. Спасибо, что пригласили.